этом занятии мы с вами познакомимся с начальной формой глагола в чувашском языке. Узнаем, какая форма глагола называется основной, то есть начальной, на какие вопросы она отвечает и как могут образоваться глаголы от существительных. Начальная форма есть у слов каждой части речи. Ребята, вам известно, что начальная форма глагола в русском языке отвечает на вопрос «что делать» и «что сделать». Например, что делать? Читать. Что сделать? Прочитать. А в чувашском языке начальной формой глагола является форма, выражающая просьбу, приказ, совет или принуждение, которые обращены ко второму лицу единственного числа. Например, лар, сиди, тор, стой, ки, приходи. Все эти слова отвечают на вопрос «менту» – «что делай?». От нее образуются все остальные глагольные формы, поэтому она называется начальной, то есть основной формой глагола. Именно эта форма дается в словарях. В этом случае на русский язык переводится инфинитивом. Лар – сидеть, тор – стоять, ки – приходить. Начальная форма глагола может образоваться и от существительных. Первое. С аффиксом ла-ле. Ищ – работа, труд. Ищ-ле – работать, трудиться. Таша – танец. Ташла – танцевать. Второе. С аффиксом лан-лень. Вы – сила, вейлан – усиливаться. Ümit – мечта, ümitlень – мечтать. Третье. С аффиксом лаш-леш. Пер – один, перлеш – объединяться. Туз – друг, туслаш – подружиться. Петр Хузангайн «Сыпка юррине илерха». Возьмем колыбельную песню Петра Хузангая. Юлдашпа ес пул юлдаш, узалба ес ан паллаш, вырыспада тванлаш, тударбада ес туслаш, пурде пирень хурандаш, шивар печекще чеваш. Подведем итог урока. Начальная форма глагола в чувашском языке обращена ко второму лицу с просьбой, с приказом, советом и отвечает на вопрос «что делай?» менту. От нее образуются остальные глагольные формы. Начальная форма глагола может образоваться и от существительных с помощью аффиксов ла-ле, лан-лень и лаш-леш.